Полноценное и сбалансированное школьное питание является одним из важных условий поддержания здоровья детей и способности к эффективному обучению. Именно поэтому во многих странах, в том числе и у нас, уделяют большое внимание организации питания. Однако нередко можно услышать и критику в адрес работы школьных столовых, аргументируя это тем, что дети питаются вредной едой, употребляют чипсы и газированные напитки. Учитывая это, наша съемочная группа решила лично проверить, чем питаются дети в школьных столовых. К примеру, 14-я школа в районе Турбазы. К нашему приходу в образовательном учреждении шли уроки. Детей в столовой практически не было. Тем не менее, можно было воочию увидеть работу столовой. Меню здесь самое разнообразное. Школьникам готовят и первые, и вторые блюда – выпечку, компоты, булочки. Мы со своей стороны, конечно, с учетом всех требований правильного питания, предлагаем детям еду. Ежедневно это котлеты, конечно, они у нас не жарятся, все готовится в такой специальной духовке, пароконвекторная духовка, булки пекутся там. И ассортимент очень разнообразный, рыба жарена для желающих, это большей частью, наверное, взрослых где-то берут. Кстати, столовая была совсем недавно отремонтирована. Здесь установлена новая техника, которая, несомненно, сказывается и на качестве приготовленных блюд. Что касается детей, они живо рассказывали нам, что им здесь больше всего нравится. Я люблю кушать пюре с котлетой и подливу. Еще я люблю кушать макароны с котлетой. Здесь очень вкусно готовят, мне очень нравится. Каждый день прихожу сюда, кушаю котлету, пюре, сосиску. Вторая средняя школа имени Пушкина также удивила своим разнообразным меню. Супы, гречка, макароны, плов с курицей, пюре – всего этого здесь всегда в достатке. Помимо этого детей кормят овощными салатами и самой разнообразной выпечкой. При этом работники столовой негодуют на то, что дети часто предпочитают их полноценным обедам газировку и чипсы, купленные в магазинах. Есть дети, которые не пообедав не уходят. Пюре, котлетка. Это очень тоже любят. Ну и все, сырники, вот творожники. Никогда нет чипсов у нас, никогда нет газировки, хотя об этом и говорят многие. Ну так, стараются. А знают, что нет, не просят. Все выбегают спокойно в магазин рядом. Работники столовой рассказывают, что все необходимые продукты поставляет организация «Абхаз Универсал Торг» каждые 3 дня. Овощи и зелень заблаговременно подготавливают и замораживают. Все это делается для удобства, а также для того, чтобы сохранить свежесть самих продуктов. Морозильные камеры в столовых переполнены мясными изделиями, а из замороженных фруктов ежедневно варятся компоты. Все продукты у нас свежие, каждый раз мы получим, каждый 3-й день. Вот стоит морозильная камера, можете посмотреть. Готовим мы все здесь, выпекаем здесь, вся продукция готовится здесь. То есть мы ничего не, кроме сока и воды, все готовится тут. К примеру, для полноценного обеда в среднем ребенку достаточно 50 рублей. На эту сумму школьники могут купить в столовой пюре и котлету, выпить компот или же выбрать суп. Часто дети на эту сумму покупают себе булочку и соки. К сожалению, часто бывает такое, что дети не успевают полноценно поесть даже за время большой перемены, так как им 15 минут недостаточно. По словам руководства школ и самих работников столовых, именно поэтому школьникам зачастую приходится довольствоваться булочками и натуральными соками. Часто бывает и такое, что они кушают только после всех уроков. Вместе с детьми часто в столовых обедают и родители. Пообщаться с ними у нас не было возможности, но со слов поваров понятно, довольны здесь все. Первое, не успевают кушать, хотя у нас всегда есть булочка, сок, какао. Хотелось бы, чтобы перемены были по 20, если бы у нас была бы возможность, 2 перемены по 20 минут, с удовольствием мы сделали бы. Но у нас из-за того, что мы учимся в 2 смены, мы не можем себе на сегодня позволить такие 2 перемены. В столовой 10-й средней школы в среднем в день питается около 300 детей. Как и в каждой школе, здесь представлено меню комплексных обедов. Несмотря на то, что столовое оборудование здесь уже устарело, это никак не влияет на качество предоставляемой детям еды. Яркий пример тому – количество детей, желающих поесть между уроками. Вот у нас группа, они приходят, заказывают. Есть комплексные обеды.
Вот они один день хотят комплексный обед, второй день они хотят просто второе или первое с компотом, с чаем или с киселем. Ну, сами все здесь делаем. Мы сладкие булочки выпекаем здесь. Из увиденного нами сегодня мы можем сделать вывод. Еда в школьных столовых не только разнообразная, но полезная и сытная. Конечно, сегодня не все школы города обеспечены хорошими столовыми, где детям предлагаются на выбор самые разнообразные блюда. Но мы надеемся, это вопрос лишь времени. Цария Смыр, Алексея Гухава, Абхазское телевидение.